Табыллах сакам серен баржына. Өтік маны өлжеттар. Күнді тұғытты. Бұқа барғытығар мен 5 жыллах үлебін феналан. Мехеренен оны итағаян. Хақар республикатын ил дарханын. 200 түгілін талбы кітігар сүйіқтақ бен сүгірген, қолжуқтақ бен қонқиян тұран ис сүрәқпеттен мақтанырбы көңілі. Дорогие якутяне, уважаемые гости, друзья, ровно 5 лет назад, в этот же день, я впервые принес присягу перед нашим многонациональным народом как избранный глава Республики Саха-Якутия. Сегодня, вступая в должность во 2-й раз, я искренне благодарю вас за вашу поддержку и за ваше доверие. Это большая честь для меня, и это оценка нашей общей работы во благо нашей Якутии. За эти 5 лет мы вместе прошли немало испытаний, которые затронули жизнь каждого из нас, потребовали напряжения сил, воли и стойкости. Мы вместе прошли испытания мировой пандемии, вместе боролись за жизнь и здоровье якутян. В этой борьбе проявились лучшие качества нашего многонационального народа: выдержка и сила духа, взаимовыручка и ответственность. Мы вместе выдержали натиск сильнейших пожаров и наводнений, испытавших нас за прошедшие годы. В условиях беспрецедентных санкций Запада мы наращиваем темпы роста экономики, увеличиваем вклад нашей республики в укрепление экономической мощи всей России. Вместе со всей страной мы живем и трудимся под знаком борьбы за свободу и будущее нашего Отечества. С первых дней специальной военной операции якутяне стали на защиту Родины. Мы гордимся нашими земляками, героями России Александром Колесовым, Алексеем Неустроевым и Филиппом Евсеевым. Мы гордимся мужеством и героизмом всех воинов якутян. Сегодня, в один, наверное, из самых важных дней моей жизни, я хочу от всей души поблагодарить наших бойцов, которые, находясь на передовой, поддержали меня на выборах. Доверие защитников Отечества для меня – это особая ответственность. Я уверен, что мы еще крепче сплотимся вокруг нашего президента, всеми силами приближая нашу общую победу. И победа обязательно будет за нами, за нашей великой Россией. Уважаемые якутяне, трудом и энергией каждого из вас республика многого достигла за эти годы. Было трудно, порой даже крайне сложно, но мы не отступили от наших планов по улучшению качества жизни людей на всей огромной территории Якутии. Благодаря личной поддержке президента России Владимира Владимировича Путина в ходе реализации национальных проектов мы сдвинулись с места решения многолетних проблем, мешавших благополучию якутян. Конечно, далеко не все эти проблемы решены, и мы не будем снижать достигнутые темпы перемен, несмотря ни на какие трудности. На нашей северной земле благополучие людей напрямую зависит от условий жизни. И улучшать их для каждого якутянина – это наша ключевая забота в ближайшие годы. Продолжая взятый 5 лет назад курс, опираясь на достигнутые уже результаты, вступая в новый срок полномочий главы Республики Саха-Якутия, я заявляю с этой трибуны, что центром моей деятельности будет оставаться человек, житель Якутии, его благополучие и его интересы. Первостепенная задача, которую я ставлю, это обеспечение поступательного роста доходов якутян. Это главное условие благосостояния человека и семьи, основа достойной жизни на родной земле.
У каждого трудоспособного жителя республики должна быть возможность работать и получать достойную зарплату. Каждый якутянин, который хочет вести свое дело, должен иметь такую возможность с опорой на эффективные меры государственной поддержки. Я убежден, сегодня мы должны открывать эти возможности для жителей республики, опираясь на экономический рост, темпы которого мы не должны снижать. Вовлечение в экономический оборот территории Якутии с опорой на развитие современного транспортного и энергетического каркаса – вот наша стратегия на ближайшие годы. Крупнейшие промышленные, транспортно-логистические, коммуникационные проекты будут развиваться от Арктики до Нерюнгри, от Мирного до Хангали. Это десятки тысяч новых рабочих мест. Это десятки тысяч новых рабочих мест. Это импульс для развития сопутствующих отраслей и бизнеса. Росту доходов жителей республики будет способствовать запуск местных производств, самим создавать востребованную продукцию, качественные услуги и зарабатывать. Вот идея, которая должна двигать нами в ближайшие годы. 5 лет назад я с этой трибуны говорил о необходимости развития креативной экономики, основанной на творчестве и интеллекте якутян. Тогда, честно говоря, мало кто в это верил. А сейчас опыт Якутии по поручению президента нашей страны уже ложится в основу стандарта развития творческих индустрий для всех регионов России. Мы будем и дальше развивать и всемирно поддерживать отрасли, в которых видит себя наше молодое поколение. IT и кинематограф, анимацию, музыку и дизайн. Как важнейшая часть экономики, обеспечивающая продовольственную безопасность, должно развиваться сельское хозяйство. Главная задача наших аграриев – производить как можно больше качественных продуктов для жителей республики. Ставя такую задачу, будем развивать сельскохозяйственную кооперацию и крупные товарные производства, вовлекать в оборот новые земли, увеличивать площади мелиоративных работ. Труд сельских жителей, их талант и деловая активность должны стать для них источником реальных доходов. Уважаемые сограждане, добиваясь достойного уровня благосостояния якутян, первое, к чему мы должны стремиться, чтобы в нашей республике не было бедности. Здесь я хочу подчеркнуть, только сильное общество с большим потенциалом, с крепким экономическим фундаментом признает наличие бедности и объявляет борьбу с ней. Все это у нас есть. За прошедшие 5 лет мы вывели из зоны бедности свыше 34 тысяч якутян. Сейчас я ставлю новую задачу. Предстоящее пятилетие сократить уровень бедности в республике в 2 раза, вывести из-за черты неблагополучия не менее 70 тысяч наших сограждан. Задача далеко не простая. Для ее решения должен быть выработан и реализован широкий комплекс мероприятий. И это не только выплаты и пособия. В основе этих мер внимание к каждому человеку. Каждый, кто в силу жизненных обстоятельств попал в зону бедности, должен получить именно такую поддержку, которая выведет его к социальной устойчивости. Особое внимание и прямая поддержка тем нашим согражданам, кто в силу возраста, состояния здоровья, многодетности не может самостоятельно преодолеть трудную жизненную ситуацию. Особое внимание и поддержка в обучении, в открытии своего дела людям за чертой бедности на селе и в Арктике, где объективно мало рабочих мест. Это сложнейшая задача, но делать ее мы обязаны вместе. И такую задачу я ставлю перед всеми органами государственной и муниципальной власти нашей республики. В этой связи, в числе первых, я подпишу стратегический указ, направленный на борьбу с бедностью в нашей республике. Уважаемые друзья, очень важно, чтобы борьба с бедностью за рост реальных доходов людей не стала компанейщиной, не превратилась просто в страницы отчетности.
Сегодня у нас есть уникальные возможности, чтобы в корне менять фундаментальные основы укрепления благосостояния общества. 5 лет назад, впервые вступая в должность, я говорил и сегодня снова повторяю: ключ к жизненному и профессиональному успеху человека – это образование. Система образования республики должна работать на опережение, с ориентиром на новую экономику и на новое качество жизни. Для этого мы будем и дальше развивать современную инфраструктуру образования, общего и профессионального, будем готовить педагогов новой формации, а подготовку кадров перестроим под запросы растущей экономики. На новый уровень должна выходить и охрана здоровья якутян. Это вопрос сбережения народа. Мы немало сделали за эти годы для этого. Впервые за многие десятилетия массово строятся крупные больничные комплексы в районных центрах, введены крупнейшие кардиососудистые и перинатальные центры. В этом году будет введен онкологический центр. Благодаря этой мощной базе якутяне в городах, в селах, в Арктике будут охвачены ранним выявлением заболеваний и качественным лечением. В ближайшие пятилетия продолжительность жизни в республике должна увеличиться до 78 лет, а к 30 году мы должны перейти рубеж 80 лет. Сегодня, как никогда, важно бороться за формирование здорового общества. Символом нашего стремления к физическому и духовному здоровью станет проведение в Якутске 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Игры станут крупнейшим международным спортивным событием всей нашей страны в 2024 году. Все вместе мы должны сделать их лучшими за всю историю. В ближайшие годы огромный импульс получит и сфера культуры республики. Центром сохранения и продвижения наших культурных ценностей, площадкой для творческих коллективов всей Якутии станет Арктический центр эпоса и искусства. По поручению президента России будет возведен новый комплекс уникальной высшей школы музыки. В Якутске будет построен единственный пока за Уралом многофункциональный кинопавильон полного цикла. Благодаря этим и другим решениям Якутия будет в авангарде культурного продвижения нашей России на восток. Благодаря беспрецедентной поддержке нашего президента в рамках стратегии развития дальневосточных городов уникальный шанс для рывка в развитии получили наши крупнейшие города Якутск и Нерехта. Совместно с правительством России к 30 году будут реализованы крупнейшие проекты, такие как полная ликвидация аварийного жилья в Якутске и достижение нового, качественного уровня медицины в Нерехте. И, конечно же, проектом исключительной важности не только для Якутии, но и для всего северо-востока страны станет строительство Ленского моста. Все эти годы мы ощущаем поддержку Якутии как одного из ключевых регионов в достижении общенациональных целей развития России. Я хотел бы сейчас от имени всех якутян выразить слова искренней благодарности нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, нашему полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Петровичу Трутневу, который сегодня прилетал в Якутск, поздравил всех якутян с праздником, с Днем Государственности, поздравил меня с днем вступления в должность и пожелал Якутии еще больших успехов, и чтобы мы развивались и шли только вперед. Хочу поблагодарить также и правительство России, и Федеральное собрание за постоянную поддержку нашей республики. Уважаемые якутяне, сограждане, на мне сейчас церемониальный знак главы Республики Саха-Якутия, который 5 лет назад вручил мне наш первый президент Михаил Ефимович Николаев. Для меня это символ преемственности, эстафеты, которую мне передал Михаил Ефимович. Он очень ждал этих выборов. Он верил, что народ обязательно поддержит меня. И для меня это огромнейшая ответственность за продолжение дела,
которому наш первый президент республики посвятил всю свою жизнь. Свыше 30 лет назад Михаил Ефимович Николаев провозгласил, что смыслом и основой существования Республики Саха-Якутия в составе Российской Федерации должно быть развитие огромного потенциала Якутии для роста благосостояния всех якутян. Именно такой смысл несет в себе День государственности, который мы отмечаем сегодня. В этом году мы вступили в новое столетие нашей республики. Так же, как и 100 лет назад, мы определяем свой путь в потоке стремительных перемен. Так же, как и 100 лет назад, мы подтверждаем неразрывное единство Якутии с Великой Россией. И мы точно знаем, что никто и ничто не свернет нас с этого пути. Я искренне желаю успеха и благополучия всем вам, дорогие мои якутяне. Пусть процветает наша родная Якутия, пусть процветает наша великая страна Россия. Вместе только вперед!